16 февраля основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, ознакомились с ходом строительных работ на площади Истиклол. При участии главы государства и председателя города Душанбе в одном углу сада были посажены десятки видов секвойи. Отметим, что 20 лет назад лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, лично привез из-за границы калифорнийские секвойи и посадил их в саду Дворца нации. Сегодня 36 уникальных калифорнийских деревьев секвойи возрастом 3000 лет украшают обе стороны площади Истиклол. Стоит отметить, что после сдачи в эксплуатацию площади Истиклол эта площадь будет оставаться главной и центральной площадью столицы, так как здесь будут размещены символ независимости и свободы, являющиеся гордостью таджикского народа. На сегодняшний день в некоторых уголках сада высажено 1045 саженцев красивых и уникальных декоративных деревьев. Из общей площади 30 гектаров площади Истиклол по плану 11 тысяч квадратных метров будут озеленены. В будущем территория площади Истиклол будет засажена уникальными ценностными и декоративными деревьями, завезенных из европейских стран в соответствии с регионом. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, поручил садоводам правильно и с красивым дизайном оформить аллеи скверов и правильно разместить сады на территории объекта. После посадки дерева в рамках посадочной кампании глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, и председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, ознакомились с ходом строительных работ и проектом площади Истиклол. Ход строительства площади Истиклол, посвященный 30-летию государственной независимости Республики Таджикистан, находится под постоянным контролем президента страны. В данном контексте глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, обязал руководство исполнительного органа государственной власти города Душанбе уделять особое внимание качеству строительных материалов и расширению других мероприятий по благоустройству, связанных с его строительством. Исполнительный орган государственной власти города Исфары Сагдийской области выполняет свои задачи по развитию градостроительства и созидательным работам в рамках поручений и указаний правительства страны. Все эти инициативы прежде всего направлены для создания благоприятных условий жизнедеятельности и открытию ряда новых рабочих мест. Несмотря на социально-экономические трудности, возникшие в 2020 году, ответственным лицам с промышленно-производственного сектора удалось довести результат рентабельности до 100,7% и внести в бюджет страны вклад на сумму 137 миллионов 258 тысяч самани. В прошлом году со стороны промышленных предприятий было экспортировано в зарубежные страны 13 430 тонн сухофруктов, 12 090 тонн консервированной продукции и 318 тонн репчатого лука. В 2020 году для развития градостроительства и сооружения ряда вспомогательных объектов различного назначения из местного бюджета была затрачена сумма в размере 49 миллионов самани. По словам местной администрации, в рамках плана мероприятий по достойной встрече 30-й годовщины Дня государственной независимости страны в городе на сумму 923 миллиона самани намечено строительство и сдача в эксплуатацию более 457 юбилейных объектов. С целью постепенного увеличения производства конкурентоспособной промышленной продукции и в этом направлении использование существующих возможностей в стране объявлена 4-я национальная стратегия «Ускоренная индустриализация». Этот процесс осуществляется путем исследования полезных ископаемых, как богатые минеральные и неминеральные ресурсы, как черные, цветные, драгоценные металлы, уголь и многое другое, количество которых оценивается в сотни миллиардов самани. По мнению экспертов, подготовка квалифицированных специалистов также является одним из важных способов достижения отрасли, в котором, несомненно, вносят свой вклад высшие учебные заведения страны. Наряду с созданием эффективной системы подготовки и переподготовки специалистов в стране и за рубежом важной мерой в современных условиях считается создание промышленных и научных комплексов, в том числе инновационных и технопарков. Горно-металлургический институт Таджикистана в городе Бустон Сагдийской области является одним из ведущих институтов страны в области подготовки специалистов
сферы промышленности. Нужно отметить, что в 2020 году более 570 человек окончили этот вуз в области геодезии, переработки нефти и газа, энергоснабжения промышленных предприятий, металлургии цветных металлов, экономики и организации производства. Вовлечение женщин в деятельность Горно-металлургического института Таджикистана также находится под руководством данного высшего учебного заведения. По данным руководства, более 40% руководящих должностей в институте в настоящее время занимают именно женщины. За годы государственной независимости государственная политика в области промышленности полностью изменилась, сделав упор на усиление производства и экспорта готовой продукции за счет внедрения новых технологий, максимального использования местного сырья, его полной переработки и широкого использования трудовых ресурсов.